Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Каждый день вековой истории ТАССР был наполнен важными событиями. Вот чем запомнилось 4 марта. В этот день, в 1922 году, Татарский комитет государственных сооружений был преобразован в строительное управление архитектуры при Совете народных комиссаров ТАССР. Госстройконторы объединились во Всероссийский трест «Госстрой». Сейчас это Госстройнадзор. Кстати, сегодня, в честь столетия ТАССР, ведомство запустило специальную рубрику. А 4 марта 45-го на первой полосе газеты «Красная Татария» к Международному женскому дню напечатали статью «Советские женщины в борьбе за свободу и независимость Родины». Мы же возвращаемся к событиям наших дней. Вот что важного произошло сегодня. Когда весной вместе с подснежниками появляются ямы на дорогах. Дороги в ужасном состоянии. Я работаю в такси, поэтому знаю это точно. Почему казанские автолюбители попадают на деньги и иногда вовсе лишаются работы, знает Сергей Хайдаров. Маски, гигиена и не вылетать за границу. Как защититься от коронавируса, инструкцию подготовил Салават Мухаммадуллин. Когда все дома. Очень приятно в канун большого праздника Дня Победы получить такой подарок. В микрорайоне Салават-Купыры очередные новоселы об их первой реакции на жилье. Рамиль Шайдуллин. Подарок к 75-летию Великой Победы. Пол делали, новые плиты ставили. Как буинский предприниматель бесплатно сделал ремонт в квартире ветерана Отечественной войны, знает Наталья Мезина. 40 раз вокруг ноля. Теплая зима, когда столбик термометра превышал нулевую отметку, привела к первым весенним проблемам. Температурные перепады благополучно пережили далеко не все дороги Казани и за ее пределами. Как итог, ямы и выбоины. Автолюбители жалуются, они тратят время и деньги на ремонт в шиномонтажках. Что с дорогами и когда на них придет ремонт, разбирался Сергей Хайдаров. Наверное, это самые неприятные звуки для автолюбителей. Такая картина на дорогах сегодня чуть ли не по всему городу. Скажите, почему сегодня идете пешком? Потому что пробила на машине 2 левых колеса. Что такое ямы на дорогах и их последствия, Елена Дмитриева отлично знает. Мало того, что женщина отдала с утра за ремонт почти 5000, так еще и на день лишилась заработка. Дороги в ужасном состоянии. Я работаю в такси, поэтому знаю это точно. Вы остались без машины, а значит без работы. Пока да, вот один день жду. Попал в большую яму и там проткнулась, половина, вот здесь. Вот здесь я сделал. Коварные ямы испортили с самого утра настроение и Фаруху Сидикову. Мужчина ехал на работу и не доехал. Естественно, обидно. Воды много, не видно ничего. В этом сторону Камчатского очень много ям. Ходовая, скорее всего, оторвана. Мне ребята сказали, подъехали. А этот случай мы сняли чуть больше недели назад. Проезда по улице Гагарина автомобиль Рифата Гаязова просто не пережил, влетев в огромную выбоину. Будете в суд обращаться? Да, буду в суд обращаться. Потому что яма открытая, ее рабочие открыли, скорее всего, и оставили так. В столичных автосервисах работы тьма, проколы и порезы колес, мятые диски, разбитые бампера. С такими проблемами сюда едут автолюбители. Много подобных обращений к вам? В последнее время много. Ощутить качество казанских дорог сегодня на себе смогла наша съемочная группа, потому что мы целый день ездим по городу и заметили, чем дальше уезжаем от центра, тем больше ям, которые приходится то и дело объезжать нашему водителю. Иногда нам приходится даже выезжать на встречную полосу, что может привести к аварийной ситуации. Местами терпимо, местами ужасно. Так о столичной дороге отзываются автолюбители. Я не езжу, я сижу, пока асфальт не положат. В этом году вообще разницу заметила большую, потому что часто езжу на работу и с семьей. Дороги ужасные. Может, того, что так хорошо асфальт ложат. Может быть. А может, из-за зимы. Как раз аномально теплой зимой большое количество ям на дорогах объясняют специалисты. Как нам сообщили в Минтрансе, за прошлую зиму столбик термометра около 40 раз переходил через нулевую отметку и обратно. В настоящее время дорожными службами проводится обследование, выявление объемов работ по устранению, открывшихся ям.
Не лучше казанской ситуации и в Альметьевске. Здесь после зимы тоже яма на яме, а местные водители с нетерпением ждут ремонта. Шевченко хорошая дорога, Ленина более-менее. Остальное? Яма. Я вот позавчера только менял 2 колеса квадратные стали. Если ты идешь километров 40-50, любую яму поймал, диск погнул. Учитывая ситуацию, вот вам лайфхак от автоюристов. Попали в яму, включайте аварийки и выставите знак. Осмотрите яму, не превышает ли она нормы ГОСТа. Если дыра в асфальте большая, звоним в ГИБДД, после чего фиксируем все на камеру телефона. Также юристы советуют проследить, чтобы инспекторы указали в протоколе параметры ямы и выяснить, кто отвечает за данный участок дороги. К ямочному ремонту в этом году приступят, когда на дорогах станет суше. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Татарстан. Коронавирус не станет причиной для отмены массовых мероприятий в республике. Об этом сегодня журналистам сообщила пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова. По ее словам, специальный штаб пока не давал никаких особых указаний. Однако подобные решения в целях профилактики останутся за организациями. Так, ряд предприятий уже приняли меры, распространив памятки о профилактике среди сотрудников. Памятка была направлена на предприятия, где, собственно, сконцентрировано большое количество людей, сотрудников, учитывая, собственно, эту большую концентрацию. Вопрос заботы о здоровье коллективов – это приоритет, и поэтому штабом было принято решение растиражировать эти памятки. В памятке 6 позиций. Так рекомендует себя защитить. Инструкцию изучил Салават Мухаммадуллин. Одно из главных правил – мойте руки с мылом после посещения общественных мест, транспорта, прикосновения к дверным ручкам, да и вообще к чему угодно. Если же воды рядом нет, то можно использовать либо влажные салфетки, либо вот такие дезинфицирующие средства. И еще, ни в коем случае не дотрагивайтесь до лица и глаз грязными руками. Не надо ждать, когда кто-то позаботится о вас, а потому убедитесь, что ваше рабочее место гигиенично. Протирать поверхности можно обычными бытовыми моющими средствами. А еще будет неплохо иногда проветривать помещение. Еще 6 лет назад американские ученые выяснили, что дверная ручка с вирусом за 4 часа заражает половину офиса. Что касается личной гигиены, то каждый день принимайте душ, мойте волосы, отдавайте предпочтение гладким прическам. Также в течение дня 3-4 раза промывайте проточной водой носовые проходы. На работе принимайте пищу только в специально отведенных для этого местах. Медицинская маска – один из главных атрибутов защиты от вирусов. Используйте ее при посещении мест массового скопления людей и при поездках в общественном транспорте. Также ее нужно правильно носить. Должны быть закрыты рот, нос, не должно быть никаких зазоров, ну и меняем защиту каждые 2 часа. Роспотребнадзор призывает временно отказаться от поездок за границу. В случае посещения страны зоны риска распространения коронавируса, то воздержитесь от контактов в течение 2 недель после возвращения. И самое главное, если вы заметили высокую температуру, слабость, заложенность носа, кашель и затрудненное дыхание, то сразу же ограничьте контакты, останьтесь дома и обратитесь в больницу. Самолечение не выход, вирусы не медлят, и обращение к врачам – это защита не только вас, но и ваших близких. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Татарстанцев просят сообщать в ветслужбы о павшей птице, чтобы избежать птичьего гриппа. Специалисты республики бьют тревогу. Вирус может прилететь в Татарстан с перелетными птицами. Сейчас болезнь обнаружена в 8 странах Европы. У нас в республике случаев заражения пока нет, но принять меры профилактики нужно обязательно. Совет от ветеринаров: весь корм подвергать термической обработке, а от возможной инфекции оградит лишь изоляция. Чтобы болезнь не перешла сейчас, проверяют всю ввозимую птицу. Это промышленная птица или для реализации, не имеет значения. Из других регионов обязательно они должны получить согласие Главного управления ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан и обязательно должны иметь ветеринарное свидетельство. За свои стены, за свои заслуги сразу 2 новоселья сегодня в микрорайоне Салават-Купыры. И если одно за доблесть и мужество, то второе за преданность профессии и профессионализм. В новенькие квартиры заехали молодой специалист и ветеран Великой Отечественной войны. Рушана Рафикова впервые видит свою однушку, но уже знает, как ее обустроит.
Здесь можно поставить диван. Жилье она получила по федеральному гранту. Молодому специалисту РКБ, приехавшей из Ульяновска, дали 500 000 подъемных после переезда в Казань. Имея собственное жилье, на самом деле можно уже задуматься и о семье, и полностью погрузиться в работу. Квартира получилась просторной, почти в 40 квадратных метров, а самое главное, новой. Это жилье молодого специалиста в микрорайоне Салават-Купере, в свежесданном доме, который только начинает наполняться жизнью. Не меньшая радость сегодня и у ветерана Великой Отечественной Александра Иванова. Полковник в отставке получил квартиру прямо по соседству. Мне очень приятно в канун большого праздника Дня Победы получить такой подарок от нашего уважаемого правительства Татарской Республики. Уже не надо ни покупать, ни делать, ни ремонтировать. Вплоть до ванной. Все есть. 255-квартирный дом строился по национальному проекту «Жилье и городская среда». Учли все замечания. В этом доме уже использована ветрозащита, двойное утепление стен, что приведет к экономии теплопотерь. Как сообщает Госжилфонд, до конца года в микрорайоне сдадут еще 8 домов. Попутно строят культурный центр, 3 детских сада и школу. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Поблагодарить не словом, а делом ветерана Великой Отечественной войны решил буинский предприниматель. Бывшему фронтовику Гарифу Сафиуллину он за свой счет сделал ремонт в квартире. Ветерану сейчас 95 лет, и этот поступок, как сам признается ветеран, его тронул до глубины души. В доме, где фронтовик сегодня с радостью принимает гостей, побывала и Наталья Мезина. Я говорю, хочу на фронт. Ты же молодой, ты же сопляк. Я говорю, если не возьмете, самостоятельно не уйду на фронт. Гостей теперь ветеран Гариф Латфулович принимает в обновленной квартире. Такой подарок к 75-летию Великой Победы ветерану Великой Отечественной войны сделал местный предприниматель. За считанные дни все привели в порядок. Ремонт начали с пола, новые плиты ставили, ванна заменили, поскольку у них уже гнилья появилась. В ванной комнате заменили водоснабжение, канализацию, поставили новую сантехнику, а в прихожей поклеили обои. Опытная бригада строителей все работы сделала за 2 недели. С удовольствием согласилась, потому что это самая малая доля, что мы можем сделать для ветерана. Расходы полностью взял на себя буинский предприниматель Рифат Батыров. Его компания как раз специализируется на продаже строительных материалов. В рамке «Помоги ветерану» мы решили проявить инициативу помочь ветерану. В прошлом году Гариф Латфулович встретил свой 95-летний юбилей. Сейчас с нетерпением готовится к юбилею Победы. А перед Днем защитника Отечества он получил праздничную медаль. Наталья Мезина, Наталья Смирнова, Айрат Насрулов, ТНВ, Буинск. Около 13 тысяч татарстанцев получают услуги по долгосрочному уходу на дому. Такая возможность у жителей республики появилась в рамках национального проекта «Демография». Все удобства такой услуги на себе уже испытала Светлана Лежебокова из Челнов. Она инвалид первой группы, родственников у нее нет. Но, несмотря на это, одинокой она себя не чувствует. Как получить такую помощь, сегодня спросила Зарина Ахметова. Светлана Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Ваши дела? В этом году Светлана Лежебокова отметит 90-летие, но заниматься подготовкой к празднику самостоятельно не может. Она инвалид первой группы и не встает с коляски. Детей и близких нет. В Челны женщина переехала из Ейска. Там работала в школе глухих. 20 лет. Замечательно. Сейчас пенсия. Отдыхаю. Здесь одинокую женщину в беде не оставили. На протяжении 7 лет 2 раза в день ее навещает социальный работник Зульфия Газизова. У нее я и полы мою, и ее кормлю. Мы с ней занимаемся сенсорикой. Занимаемся это, чтобы руки хорошо работали. Потому свое любимое занятие – вязание даже в таком возрасте Светлана Николаевна не бросает. Вот этот рукав-то у меня уже готов. Кофта готова. Светлана Лежебокова не перестает благодарить социального работника. Теперь она как родная. Такой долгосрочный уход за нуждающимися часть национального проекта «Демография». Она настолько внимательна ко мне,
Настолько она делает для меня хорошего. Я ей благодарна очень. К нам обращаются сами граждане, которые нуждаются в посторонней помощи, а также их родственники. Сегодня Центр доверия оказывает социальную помощь 680 жителям Автограда. В основном это инвалиды и пожилые люди. С ними работают 67 сотрудников. С прошлого года спектр социальных услуг расширили. Были предусмотрены новые услуги, которых раньше не было. Также подключились медики к реализации этой системы. Чтобы получить такие услуги на дому, все нуждающиеся или их родственники могут обратиться в органы социальной защиты или в организации социального обслуживания на местах. Первое, для этого нужно написать заявление. Второе, комиссия выезжает на дом, чтобы определить объем помощи. И третье, составление индивидуальной программы и заключение договора. Уже 13 тысячам татарстанцев оказывается долгосрочный уход. Скоро во всех районах республики в рамках пилотного проекта появятся школы, где будут обучать уходу за пожилыми или инвалидами. Уже готовят помещения и ждут необходимое оборудование. Зарина Ахметова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. За выдающийся вклад Ментимиру Шаймиеву сегодня присудили госпремию в области культуры за руководство проекта музеификации Болгарского комплекса и острова Града Свияжск. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Также в списке награжденных ректор КФУ Ильшат Гафуров как автор концепции проекта музеификации, Григорий Орджоникидзе как руководитель экспертной группы проекта. Также премию присудили и нашей землячке, писательнице Гузель Яхина из романа «Зулейха открывает глаза». Совместные проекты с Ростехом, китайское производство в Челнах и техническое переоснащение Казанского авиационного завода. Рустам Миниханов сегодня провел рабочие встречи. Подробнее Вероника Гайнудинова. Для предприятий Татарстана Промсвязьбанк стал надежным финансовым партнером, отметил Рустам Миниханов на встрече с председателем банка Петром Фродковым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества. В банке установлены кредитные лимиты крупным предприятиям республики, имеющим стратегическое значение для страны в размере 100 миллиардов рублей. Мы работаем практически со всеми предприятиями банковского комплекса республики без исключений. Это и сопровождение расчетов по госзаказу, это и, собственно, кредитование предприятий. Развитие китайского производства на площадке в Набережных Челнах Рустам Миниханов обсудил с главой представительства ХАЭР в России Людмилой Романовой. Напомним, сейчас в Татарстане действует 2 завода ХАЭР по производству бытовой техники. Здесь работает более 1000 человек. О сотрудничестве Татарстана с госкорпорацией Ростех президент говорил уже на встрече с заместителем генерального директора Дмитрием Леликовым. 4 и 5 марта в Казани пройдет заседание российско-сербской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ростех и правительство Сербии подписали меморандум, где договорились совместно развивать инновационные проекты. Техническое переоснащение производственных площадок, исполнение госконтрактов и стратегическое развитие Казанского авиационного завода. Об этом Рустам Миниханов говорил на встрече с генеральным директором компании «Туполев» Александром Конюховым. Глава российского предприятия посещал авиазавод имени Горбунова в феврале. Тогда Александру Конюхову рассказали об итогах первого полета модернизированного ракетоносца Ту-160М. Вероника Гайнудинова, ТНВ, Казань. Работающий человек должен быть социально защищен. Хорошая зарплата, регулярный соцпакет, нормированный график. Чтобы это обеспечить, сегодня профсоюзы республики и единороссы подписали соглашение о сотрудничестве. Его скрепили подписями Фарид Мухаммедшин и Елена Кузьмичева. Профсоюзная организация Татарстана одна из самых крупных в стране. В ней больше 700 тысяч человек. Фарид Мухаммедшин предложил руководителям организации выдвинуть активистов на предстоящие выборы в органы местного самоуправления. Посмотрели из своих рядов на выборах, депутатами предложили своих членов-активистов профсоюза в районные, городские советы, поселенческий уровень. Подписывая это соглашение, открываем новые возможности для совместной, эффективной работы и взаимодействия, в нашей каждодневной жизни и работе. Председателем торгово-промышленной палаты Татарстана сегодня вновь избран Шамиль Агеев. Выборы прошли на заседании палаты. Здесь же подвели итоги работы за 5 лет. Задачи на предстоящую пятилетку поставил Фарид Мухаммедшин. Главное для ТПП – развитие и поддержка начинающих свое дело. Так, проект «100 самозанятых» поможет реализовать лучшие бизнес-планы. Сейчас также обсуждается вопрос о снятии для самозанятых ряда барьеров, в том числе маркировки товаров. Инициативу поддерживает и Госсовет. Агитируя за то, чтобы мы легализовали самозанятых, мы встречаем такие препоны, которые появляются на федеральном уровне. Маркировать эту продукцию, носки, чулки, платки, которые вяжут наши бабушки в сельской местности и так далее,
Даже на пищевые продукты маркеры ставить – это сегодня большие затраты. Стали глубже изучать этот вопрос, с законодательной инициативой будем выступать. И сегодня в Казани стартовал проект ТПП «100 лидеров Татарстан будущего». Студенты, специалисты, предприниматели за 2 месяца реализуют проекты в IT, сельском хозяйстве, промышленности и спорте. Как подготовить бизнес-план, найти клиентов, вести переговоры и быть подкованным не только финансово, но и юридически. Этому обучают бизнес-тренеры. Призовой фонд 500 тысяч рублей. Я для себя хочу взять работу с командой, бухучет, менеджмент и коммуникации, что, безусловно, очень важно для руководителей, для лидеров. Я сюда приехал с проектом в сфере цифровизации жилищно-коммунального хозяйства. Я очень хочу найти здесь единомышленников. 100 человек – это наиболее комфортная команда, которая видит себя и видит будущее своей республики через призму 5 отраслей. Татарстанцы вышли в финал конкурса «Лидеры России». Казанцы Анатолий Крашенинников и Руслан Мустафаев стали финалистами специализации здравоохранения. Татарстанцы вошли в топ-100 профессионалов всей России и топ-13 по ПФО. Следком нашел арабские растраты в Казанской гимназии номер 19. Все подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». С 1 марта вступил в силу закон, который позволяет новоиспеченным родителям получать мат-капитал на первого ребенка. Это 466 тысяч рублей. Что нужно сделать, чтобы их получить? Об этом в интервью Зарины Ахметовой с представителем МФЦ. Лилия Альдановна, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, когда вы начали принимать заявление на получение мат-капитала на первого ребенка и есть ли уже обращение? С начала марта текущего года начали принимать заявления на выдачу материнского капитала по рождению первого ребенка. По состоянию на сегодняшний день по республике принято уже 12 обращений. Заявители, естественно, и до марта месяца к нам обращались с консультативными вопросами по этому поводу. Какие документы необходимы для оформления мат-капитала? Это паспорт гражданина Российской Федерации. Основным заявителем, естественно, у нас является мама. Если же мамочка отсутствует, то в таком случае заявлением на распоряжение материнского капитала может обратиться либо опекун, либо папа, тоже при наличии документов, удостоверяющих личность, документов, подтверждающих опекунство. Помимо этих документов необходимо, естественно, предоставить свидетельство о рождении ребенка. Заявление возможно подать в любом из 59 офисов МФЦ, вне зависимости от места прописки и регистрации. Через какой период времени семья получает средства и на что она может их потратить? Заявление о выдаче сертификата материнского капитала рассматривается в течение 15 календарных дней. Заявление на распоряжение средствами материнского капитала рассматривается в месячный срок. Средства материнского капитала, соответственно, можно использовать на улучшение жилищных условий, на пенсию мамы накопительную, далее на оплату платных общеобразовательных услуг для детей и на приобретение технических средств реабилитации для детишек-инвалидов. Лилия Альдановна, спасибо вам большое. Пока молодые родители ждут аистов, в Татарстан возвращаются после зимовки лебеди. Первые пары замечены в Спасском районе, в пойме Волги, а также на Каме в Нижнекамском районе. Специалисты связывают это с аномальным потеплением, но замечают, что поводов для беспокойства нет, водоемы достаточно свободны ото льда и есть корм. А вот он не долетел. Этого лебедя привезли в Нижнекамске. Выхаживают взрослую птицу, чей маршрут мог бы оборваться в Уфе. Там лебедя искалечили браконьеры. И если бы не волонтеры, он бы не выжил. Но, на счастье, об этом узнали в охотхозяйстве Нижнекамской нефтехимии. И теперь пернатый друг идет на поправку. Лебедь, который у нас здесь живет, он довольно-таки характер у него жесткий. Но, слава богу, вот за неделю они сдружились. Местный лебедь Сега, или как его зовут здесь, Саня, гостя из Башкирии принял как своего. Они вдвоем и на суше, и в воде играют, плавают, проходят адаптацию. Всегда вместе. Переживал первые 2 дня, но потихонечку стал выплывать. Мы его выпускали. Тихонько, все, как в принципе, как и у людей, в любое новое место нужно привыкнуть. Все как люди, даже еще более чувствительные. Раненого Мартина нашли еще в октябре. Уфимские волонтеры заметили лебедя, который не мог взлететь с водоема. Когда достали, увидели израненное тело, сломанное крыло и следы от картечи. В общей сложности из тела птицы извлекли 7 дробинок. Стреляли браконьеры. Людям надо брать пример с животного мира. В животном мире больше порядочности и честности.
Зверь не предает. Попав сюда, в охотхозяйстве, Мартин, скорее всего, останется навсегда. Слишком уж тяжелыми были ранения. Но и здесь он уже как дома. Есть вода, никогда не замерзающий пруд, еда, свежий хлеб и отборное зерно, и приют, где у лебедя появился верный друг. Рамиль Шайдуллин, Наталья Лушникова, Марсель Джураев, ТНВ, Нижнекамск. Пример чудесного взаимопонимания между миром диких животных и людьми показали в Рыбнослободском районе. На камеру телефона попало, как рыбаки буквально с рук кормят лису. Хитрый зверь вышел из лесу, когда балтасинцы устроились на привал. Неспешно подойдя к людям, смелая плутовка сначала выпросила себе хлеб, а потом и свежепойманной рыбы. Выпуск продолжит информацию о погоде. У меня же к этой минуте все. Всего вам доброго. Влада Канавто. Специальное предложение на автомобили 2019 года. Успей стать владельцем «Лада» с выгодой до 128 990 рублей. «Лада Канавто». Сибирский тракт, 48. Устал от зимы? Пора отдохнуть. Отдохнуть в Лиге детских лагерей. С 23 по 29 марта мы ждем вас в детских лагерях компании «Татнефть». Иволга, Солнечный, Ландыш и Чайка ждут ребят от 7 до 16 лет включительно. Целую неделю. Отличные условия, интересная программа. Встречай весну в любимом месте. Лазерная коррекция зрения. 18 тысяч рублей за оба глаза. Офтальмологическая клиника «Кузлер». Телефон 295 94 50. Я вообще-то смотрела! Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD! Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Болгар радиосы тәкъдим итә. Күңелләргә үтеп кергән җырлар, сез яраткан җырчылар үткәннәр сагындыра концерты белән Яршаллыда 17 март Сара Садыкова концертлар залы. Рәхим итегез. Здравствуйте! О погоде на 5 марта через минуту. Спонсор показа изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер поздравляет с днем 8 марта и дарит 20% скидку на заказ кухни в марте. Адрес Восстание 23, телефон 2 167 166. Боль в спине и суставах доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. На помощь приходят умные машины, способные заменить протез и скальпель хирурга. Чтобы забыть о боли, часто достаточно одного сеанса. Поспешите в доктор Ост. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. По данным сервиса Яндекс.Погода, в четверг на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, без осадков, дневная температура -1. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге солнце временами будет выглядывать из-за туч 2 градуса мороза. На севере Татарстана также слабый мороз, -3, без осадков. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков -1. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Држаном переменная облачность около 0. В центральных районах республики, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше ночью температура минусовая, днем около 0, на дорогах гололедица. В честь праздника 8 марта во всех ювелирных магазинах «Изумруд» скидка на ювелирные украшения из золота и серебра до 60%. Скидка действует только по 10 марта. Успейте порадовать себя и своих близких. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. В Казани без осадков, температура воздуха около 0. Ветер восточный, атмосферное давление выше нормы, влажность воздуха 88%. В магнитном поле Земли спокойно.
Мебель в итальянском стиле барокко неизменно пользуется спросом и популярностью среди ценителей модного роскошного интерьера. Это мебель для избранных, которая сделает ваш дом неповторимым. Вас ждут в салоне барокко по адресу Ямашева, 93, ТК Савинова, 4-й этаж. Мебель в итальянском стиле барокко украсит ваш дом, сделает его уютным и изысканным. Проспект Ямашева, 93, торговый центр Савинова, 4-й этаж.